Ну вот сегодня по меню картофельное пюре, ежики в соусе. Это дома их не заставишь есть тушеные овощи и рыбные котлеты. За компанию, да еще во время урока здесь, в школе, обычно едят все. Эта трапеза для детей совершенно бесплатна. Мне эта пища нравится. У нас пюре и котлета. Я люблю пюре с котлетой рыбной и с какао. Хочу, чтобы почаще давали макароны. Полноценный обед ученикам начальной школы полагался и раньше. 94 рубля в день за молочный завтрак и обед или 61 рубль за одну трапезу на усмотрение родителей платили все. И, конечно, в месяц сумма набегала немаленькая, поэтому новость о бесплатном питании, хотя бы для начальных классов, стала для родителей приятным сюрпризом. Жизнь сейчас дорогая, и питание тоже, я бы не сказал, что дешевое. Залог счастливой и здоровой жизни ребенка – это правильное питание в том числе. Поэтому это очень хорошо. Яблоко, картофельное пюре, мясные тефтели, свежие огурчики, напиток. По большому счету, содержимое школьного обеда по сравнению с прошлым годом не изменилось. Изменилось лишь время приема пищи. Если раньше школьники делали это преимущественно на переменах, то теперь делают это по скользящему, плавающему графику и в основном прямо посредине урока. А как иначе накормить всех, соблюдая новые антиковидные меры, сетуют учителя? Одновременно в столовой могут находиться не более 2 классов, на трапезу 10, но максимум 15 минут. Площадь столовой позволяет, как вы видите, посадить детей в классы на расстоянии. Есть у нас промежутки времени, когда дети не питаются, и проветривание проходит в рабочем режиме. Сейчас первоклассников увеличилось, и количество бесплатников с 1 по 4 тоже увеличилось, поэтому, соответственно, руководителям учреждений пришлось скорректировать график приема пищи. Каждые 10-15 минут детей кормят. Те же, кто остается в продленке, ближе к обеду снова могут прийти в столовую подкрепиться, но уже за свой счет. В стоимость 45 рублей входит суп с выпечкой, либо второе, и напиток. Предусмотрен в школах вариант молочного завтрака за 30 рублей. Молочная каша, либо сырники, или запеканка с какао. Схему питания в дополнение к бесплатному выбирают сами родители. Так как наш класс еще будет получать дополнительные услуги, мы с родителями обговорили вопрос о дополнительном питании. То есть наши ребята нашего класса будут питаться завтраком, и еще половина первого они получают полноценный обед. Что касается старших классов, питание для них платное, 69 рублей, но такое же качественное, уверяют в департаменте питания. В меню свежие овощи и блюда на пару, чтобы хотя бы раз в день в школе ребята получили порцию здоровой еды. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.